дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». Итак, мы рады представить вам наших сегодняшних гостей. Это Сергей Петров, Арина Геносян и Софья Кубарь-Близнец. Ребята учатся в 11 классе средней школы номер 29 города Якутска. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии. Расскажите, с каким настроением вы к нам сегодня пришли, с боевым, готовы всех сегодня сразить своим интеллектом, азартом и весельем. Название команды и девиз. Название нашей команды «Золотая Троица». Наш девиз много такой специфический. Мы супер, мы класс. Кто не верит, тому в глаз. Капитан команды Петров Сергей учится в 11 А-классе. Увлекается волейболом, занимается в ДЮСШ номер 5. Активно пропагандирует здоровый образ жизни. Любит играть в логические игры. Планирует поступить в город Екатеринбург, в правовой университет. Активист. Входит в совет старшеклассников. Добрый, отзывчивый, ответственный, скромный и воспитанный. Геносян Арина, ученица 11 Б технологического класса, отличница учебы, является председателем Совета старшеклассников 29-й школы. Призер зимних игр городского конкурса «Дебаты на английском языке». Активистка и организатор многих школьных и городских мероприятий. Входит в состав детского городского движения «Юный горожанин». Арина занимается спортом, в частности, волейболом. А свое будущее планирует связать с юриспруденцией. Хорошистка учебы, активистка класса и школы, Кубарь-Близнец Софья играет в детском театре, выступает на сцене, увлекается фотомоделингом, является победителем и призером многих всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад, имеет активную жизненную позицию, планирует связать свое будущее с медициной, хочет стать врачом, помогать людям. А теперь давайте поприветствуем столичную школу номер 30 в нашей студии Яна Попова, Роман Ищенко и Александра Николаева. Ребята учатся в 11 классе, а Яна Александровна их классный руководитель. Очень рада вас видеть в нашей студии. 30-я школа, аэропорт города Якутска. Вот в первый раз принимает участие из того района нашего города. Очень рады. Поэтому очень рады. Так, расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду, какой у вас девиз? Ну, назвались мы довольно просто и, скорее всего, банально. Команда Тридцатка. Тридцатка. Угу. И девиз? Начинай. Нам всегда нужна удача, только так, а не иначе. Знакомьтесь, Александра Николаева, президент школы номер 30 имени Кузьмина, города Якутска. Человек ответственный, человек дела. Александра 8 лет была старостой в классе, после чего была выбрана президентом школы. На своем высоком посту 11-классница помогает администрации школы в организации различных мероприятий, будь то поход на природу или олимпиада. Один из главных помощников Александры – Роман Ищенко. Активист, староста класса, организатор почти всех школьных мероприятий. Находит время и для заработка. Второй год на полставки работает аниматором и в основном как ведущий. Любит настольные игры, поэтому очень уверенно чувствует себя в нашей студии. А в будущем видит себя в сфере информационной безопасности и в конце учебного года планирует поступать в Санкт-Петербург. Обаятельный классный руководитель наших 11-классников Яна Александровна Попова. Учитель английского языка. Учитель справедливый, но не строгий, как отметили Александра и Роман. В школе работает уже 10 лет, из которых 7 вместе с этими ребятами. Яна Александровна признается, что есть такое мнение. Если отработаешь в школе 2 года, оттуда уже не сможешь уйти. Так и есть. Ей очень нравится ее профессия, а мы очень рады это слышать. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на 2 команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд.
За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивна, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий, будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму — это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Прежде чем приступить к основной игре, мы должны понять и определить, кто же из вас начнет игру первым. А первыми У нас начинает всегда команда красных. И для этого каждой команде сейчас будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Легко, я думаю, вам будет. И если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитаны будут вынуждены кинуть наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает игру первым. А Итак, вопросы будут заданы рандомно по таким школьным предметам, как история, математика, биология, химия, английский язык. И поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Так что желаем удачи. вопросы задают учителя городских школ. Итак, внимание на экран. Первый вопрос из школьной программы звучит для команды из 29-й школы. Какая кость в составе человеческого организма самая маленькая? Так, все посмотрели на Соню, Биолог. будущего врача. Кость самая Так, говорите, можно И ваш говорить ответ? погромче, что рассуждать можно. копчик. Так, Сергей говорит копчик. Давайте сверимся с учителем биологии Международной арктической школы. Внимание на экран. Самая маленькая кость – это стремечко. Будем знать теперь. Так, на будущее вам. Вопрос из школьной команды теперь звучит для 30-ки. Внимание на экран. Какие элементы входят в состав Солнца? Гелий, водород и, по-моему, что еще было. По-моему, только гелий и водород. Я не помню, уже третий. Если Гелий вообще и есть. водород, говорят. Окончательно. Окончательно. Берем такой? Да. Кто не спорит? Гелий, водород. Всё равно мы не Сверимся спорим. с учителем химии Международной арктической школы. Внимание на экран. В состав Солнца входят водород и гелий. Абсолютно верно. 30-ка зарабатывает в мини-викторине у нас 1 очко. Итак, Ура! внимание. Второй вопрос для Золотой Троицы. 29-й. В творчестве какого поэта впервые появляется упоминание о нашей реке Лена? Я сама помню даже из своей школьной программы, что было такое. Сколько лет прошло, как я школу закончила. Так, ребята, можно вслух рассуждать, чтобы мы слышали. Точно? Вы уже готовы ответить, да? Так, Арина? Сергей. Аюнский.
Аюнский, вы считаете, да? Давайте сверимся, на меня не смотрим, смотрим на экран. Там Лена чистой быстриной, как Нил, народы напаяет, и бреги, наконец, теряет, сравнявшись морю шириной. Это отрывок из оды Михаила Васильевича Ломоносова. Вот. Так, и второй вопрос для тридцатки. Как называется добровольное долгосрочное перемещение народов из одной территории в другую? Миграция. Миграция. Прям вот так все, да? Других вариантов нет. Миграция. Хорошо, давайте сверимся. Добровольное перемещение народов из одной территории в другую называется миграцией. Так, абсолютно верно. Второе очко зарабатывает 30-я школа, 29-я. Давайте, не отстаем. Не-не-не, мы до конца боремся. Смотрим на экран. Вопросы школьной программы для вас. Что такое материальная точка? Математика. Физика. Физика. Александр Иванович нас убил. Можете погромче? Не-не-не. До свидания. Да? Я не знаю, что. И ваш ответ? Придумайте определение. Вдруг что-то новое откроешь, давай. Материальная точка изучения. Я откуда знаю. Командир команды, наверное, отвечает. Командир у нас Сергей. Сергей, ваш вариант? Так, ну, импровизация работает, поэтому попробуем. Материальная точка — это... Это та точка, до которой все доходит, и это конец, допустим. Такой Так, ответ. давайте посмотрим, согласится ли с вами учитель физики. Материальная точка – это тело, геометрическими размерами которой мы можем пренебречь в данной задаче. Не только сейчас. Да, ну это сложный вопрос на самом деле. Так, и последний вопрос для 30-й школы. Может ли в треугольнике быть два тупых угла? Нет. Вспомним математику. Ой, угол — это тот, который больше 90, по-моему. Да. А 180 сумма, значит, не может. Нет? То есть? То есть нет, не может. Не может. Сверимся. Давайте с учителем математики. Нет, так как сумма градусных мер двух углов будет больше 180 градусов. Да. Не, ну, ребята, вы молодцы, вы заработали 3 очка. 29-я школа. Меняемся местами. Выбор 30-я сделан. школа становится командой красных и начинает основную игру первыми. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Какова температура замерзания воды? При минусе градусов. Минус 10. Меньше 0 градусов он начнет мерзнуть. Я не помню. 0 градусов. 0. 0 градусов. 0 градусов. 0 градусов. 0 градусов. Какая из этих жидкостей самая легкая? Варианты: оливковое масло, вода или бензин? Оливковое масло. Вода? Вода. Так. Масло? Ну, масло. Оливковое масло. А нет, бензин, да. Бензин молоко. Бензин? Так, ну, наверное, бензин. Бензин? Бензин-то он всплывает же на поверхности и везде синеньким лежит. Должно быть бензин. Как называется столица Австралии? Столица Австралии. Сидней, нет. Вашингтон, Ди-Си. Сидней. Вау. Я столицу Пакистана знаю. Какая? Исламабад.
Вена. Вы путаете с Австрией. Австралия? Да, Австралия. Не, я не помню. Вот, вообще ничего, пока ничего не помню. Одну кенгуру вспомнила, подождите. Ага, Австралия. Этот... Сидней. А, нет, не Сидней. Этот... Как там? На К. Канберра? Где пишется двойная «Н»? Свежекрашенный забор, приданная невесты, размеренные движения, стиранное полотенце. Стиранное полотенце. Ну, пусть будет свежестиранное белье. Стиранное полотенце. Стиранное, наверное. Свежекрашенный забор. Размеренный. А, не, свежекрашенный. Размеренное. 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 Как называется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями на свету? Это биология, там 6-й или какой-то класс. Я не помню. Фотосинтез. Фотосинтез. Ой, где-то крутится на фотосинтез. 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 Команда красных кидает кубик первой, и таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. А я хочу вам напомнить, что в случае, если кубик покажет цифру 6, вам нужно будет ответить на вопрос наших младших экспертов программы, первоклассников 29-й школы. Ребятки будут объяснять, а вам нужно будет угадать, о чем идет речь. Эта же участь вас будет ждать и в конце игры. Если ходов останется меньше, чем показал кубик, вам нужно будет выполнить уже 2 задания. Первое — это справиться с пантомимой, это последняя клетка нашего игрового поля. И опять же ответить на вопросы малышей. Все понятно, да? На каждый вопрос, на каждый ответ вам дается по 45 секунд. Начинаем. Команда красных начинает игру первыми. Кидайте кубик. Кто кидает? Роман, да? Добровольцев нет. Ну, 4. Потенциально вы можете сделать 4 шага в случае успеха. Раз, Говорить. 2, 3, 4. Это говорить. Подходите вначале, Так. Роман, к нам. Выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на синий фон. И на синем фоне человечка, который говорит, ребятам своим не показываем. Это вот это. Вам нужно объяснить словами, исключая Синонимами, однокоренные слова. Ага, либо я понял. антонимами и так далее. Центр Понятно. нашего поля, пожалуйста. Тяжело будет. Ну, Так, по ладно. команде таймера. Время. Смотрите, вот то место, куда приходят люди с клюшками и с маленькими такими шарики-пупырчатыми. Поле для гольфа. Да. Абсолютно верно. 4 секунды понадобилось, чтобы 30-я школа угадала эту фразу. 4 шага Так, вперед. 4 шага вперед. Роман, делайте ваш фишка Красная красного фишка. цвета. И Начинаем вот торжественно сюда. начинаете со старта, да. Прям Передвигаюсь как, я... Отсюда вот, где вы стоите, да. Да, Раз. в эту сторону. Нет, Нет. в ту сторону, В эту розовый. сторону. Да, вправо. Раз, два, 3. А тот был Нет, нет, 4-й. нет, нет. Раз — это уже вот голубая Первая волна, была. Да. Раз, два, три, 4. Вот здесь. Вот сюда, да. Так, все, молодцы, присаживайтесь. Игру продолжает 29-я школа. Команда синих. Так, 2. Говорить. Время. В этих вещах приходят на море, на пляж. Так, купальник. Все. Вы использовали слово. Какая фраза была? Фраза какая была? Ответ? Ответ – пляжные тапочки. Да. Пляжные тапочки. А вы уже сказали пляж. Команда красных. Команда красных Пожалуйста. продолжает игру. У нас очень все строго. Александра кидает кубик. 1. Рисовать. Так, вначале подходите, Александр, тоже к нам. Выбираем карточку, смотрим на желтый фон. Время. Баскетбольная корзина. Светофор. Светофор, Дорога. Трасса. Шоссе. Водитель, автомобиль. Пешеходный переход. Регулировщик. Верно, это регулировщик. Вы профессионалы, Роман, я так Мальчик. вижу.
Мальчик с палкой и светофор, регулировщик. Верно. Регулировщик, делайте шаг А вперед. походить забыла. Да. И раз. Молодцы. Шаг вперед был сделан. Команда синих, 29-я школа. Так, Арина бросает кубик. 3. 3. Пантомима. Но вначале выбираем карты. То есть без слов, да? Без слов. Время. Шляпа. Головной убор. Шляпа. Головной убор. Шляпа. Шляпа. Костюм. Одежда. Шарф. Платье. У всех украшения так. Шляпа. На голову как тиара, корона. Шляпа. Ну, шляпа. Шляпа. Два слова. Шляпа. Ага. Надеваем шляпу. Нет. Существительное. Ага. Шляпа. Шляпа. 5 секунд. Шляпа. И ваш ответ? Одеваем. Что, прикладываем шляпу? Ответ. Арина показывает на себя. Вот я кто, да. Кто я? Женщина, девушка, женская шляпа. И не шляпа, а шляпка. Ну это уже они потом вам не показала, действительно ласкательно. Хотя бы вот до ответа, чтобы шляпу дошли. Так, к сожалению. Я красиво показала. Команда 30-ка. Да? Яна Александровна кидает кубик. 3. Раз, два, три. Вау, как здорово. Центральная Вот клетка телеактивна. В этом случае, присаживайтесь пока, я вам объясню. В этом случае эта клетка очень редко выпадает нашим игрокам, да? А в этом случае у нас звучит музыкальный вопрос. Вам нужно угадать, что за мелодия, откуда и, возможно, автор, да? Присаживайтесь, Угадывает и вся команда. тоже на этот вопрос Да, вся можно команда. ответить коллегиально. Начинается. Всей командой. Внимание на экран. Ваш вариант? Этот музыкальный видеовопрос задают артисты Якутской государственной филармонии. Концертная версия. Нет никаких вариантов? Нет, вообще первый раз. Может быть, ребята узнают. Но мы не засчитаем ваш ответ, если вы угадаете. Нет, нет вариантов. А вот Лена угадала сразу. Это отель «Калифорния». Да. Да. Женя, смотри. Не смотрел? Не слушали? Вот придете после этого, мы обязательно Придется это видео. Это не фильм, это альбом какой-то? Да, это «Игл», рок-группа «Игл», и самая известная их композиция «Отель Калифорния». Ознакомлюсь. Хорошо, ваша фишка стоит на месте, а игру продолжает 29-я школа. Видите, какие у нас замечательные вопросы? Вы тоже можете сейчас получить 6. вопрос. Вопрос. 29-я школа, ваша родная школа. Малыши задают свой вопрос. Отвечаем коллегиально, смотрим на экран. Это человек, который дает знания и дает родителям работать. Это такая профессия, которая работает в школе и помогает детям развивать знания. Этот человек работает в школе и преподает. Это тот человек, который дает детям знания. Человек, который дает новые знания. И мы от этого человека набираемся знаний и становимся умным. Она учит уроки. Вот кто учит уроки? Учитель. Директор же школы. Нет? Который дает знания. Ну, конечно же, учитель, конечно. Так. И вы двигаетесь на 6 шагов вперед. Так. Раз, Раз, два, три,
4. Двигайте прямо красную фишку. И 6. Так, команда синих вырвалась вперед. 30-ка, давайте продолжаем игру. Надолго они вперед вырвались. Посмотрим. Настроены на победу. 3. Раз, два, три. Пантомима. Ваша любимая пантомима и ваши актерские данные сейчас вам помогут. Время. Бегущий запрыгнул в люк. Спортсмен, атлет. Этот, который перепрыгивает. Бегун, перепрыгивающий бегун. Марафон? Марафонец. Прыгун. Именно этот заборчик надо назвать? Нет? Тапки сползают у Романа. Бежит, прыгает. Как он называется? Прыгун, который бежит. Марафонец, атлет, спринтер. 5 секунд. Давай еще что-нибудь. Время и ответ. Ответ – бег с препятствиями. Я показал обобщить пытался. Ну да, вы рядом были, но вот нужно было как-то... Бег с препятствиями. Да. Что ж, фишка стоит на месте. Команда синих, 29-я школа. Давайте продолжаем игру. Сергей, бросаем кубик. Какую цифру хотите на кубике? 6. 6, да? Вам очень понравилась шестерка. Конечно же. Так, раз, два. И для вас звучит музыкальный видео-вопрос от артистов Якутской государственной филармонии. Виктор Цой, группа «Крови». Спойте. Спеть? Ну да, можете? Не, я точно не смогу, но я знаю прям. Ну да. Припев. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Да, совершенно верно. Да, абсолютно правильно, конечно. Три это шага, Виктор два Цой. шага вперед. Группа крови на рукаве. Раз, Два. два, да, все правильно. Так, команда красных, 30-ка, продолжает игру, бросает кубик. Александра, какую цифру хотите? 6. 6. Вы прям, вы специально, да? Присаживайтесь и смотрим на экран. Свой вопрос задают малыши 29-й школы. Когда ты подходишь к стеклу и видишь свое отражение. Стекло с гладкой поверхностью, где мы смотрим свое отражение. Это такая штука, в которую человек смотрит, умывается, смотря в нее. Это как стекло, какого можно увидеть себя прямо. Это такая мебель, в которой ты можешь увидеть свое отражение. Это предмет, который отражает предметы. Смотреть и одевать. Туда смотрит мама и красится. Это из каждой квартиры. Куда смотрит мама и красится? Ну, очевидно, что в стеклопакет. Шутка, И вы зеркало. абсолютно не правы. Шутка, зеркало. Зеркало, да. Делайте свой шаг вперед, точнее 6 6 шагов вперед. Сюда. Легкие вопросы, легкие. Раз, да? два. Подожди, а как? Так, С той стороны. наоборот. с той стороны. Вперед двигайтесь. Раз, Два, три, три, 4, 5 и 6. 6. Отлично. Опять. 30-ка вырвалась вперед, Команда 29-я. синих. Давайте догоняйте. Арина бросает кубик. Тоже какую цифру заказываете? Посмотрим. Как получится. Как получится? Хорошо, посмотрим. 1. 5. 5. Вот мы. 2, Синие. 3, 4, 5. Говорите. Да, говорите. Говорить. Хорошо. Время. Допустим, что-то случилось. Что устраивает? Шо? Интересно. Случилось. Говорят, допустим, детский. Праздник. Праздник. Хорошо. Какое качество я больше всего ценю в людях? Доброта. И это есть у нас у всех у третьего ряда, прям вообще.
Давай. Веселое. Да, соедините эти два слова. Детский праздник. Веселые праздники. О, молодцы, да, веселый праздник. Так, Арина, торжественно делайте 5 шагов вперед. Раз, два, 3, 4 и сюда. 5. Супер. 30. Ну, как-то уже напряженнее становится, да? Яна Александровна, бросаем кубик. Какую вы хотите цифру? Еще Не знаю. Не знаете. Ну, как получится? 2. Моя любимая. Раз, два. Тоже объяснять Говорите. словами. Подходите к нам, смотрим, выбираем любую карточку. Время. Вас зовут на какое-то мероприятие и дают вам такую карточку. Пригласительное приглашение. Мероприятие, на котором едят. Обычно Банкет. днем. Приглашение на банкет. Нет. Днем мы прием пищи. Обед. Днем. Приглашение на обед. Да. Верно. Все, Приглашение на обед. 20 секунд. Абсолютно верно. Делайте 2 шага вперед Раз, и становитесь в одну клетку два. с командой синих. Двигайте их. Подвинуть. Вот так. Так, ребят, ну вы сравнялись. Я хочу напомнить, что если сейчас кубик вам покажет больше, чем 2, вам нужно будет выполнить 2 задания. Пантомима — это последняя клетка, да, нашего игрового поля. И опять же вопрос от наших малышей. Ну, вы поняли, что малыши объясняют очень понятно, там трудностей не будет, да? Пантомима вот. А если 2, то только пантомима. То есть одно задание. Так, по очереди у нас кидает команда синих, 29-я школа. Соня бросает кубик и определяет исход игры. Возможно, определяет. 6. 2 вопроса. 2 вопроса. Вначале вы подходите, Соня, к нам, выбираем карточку, смотрим на Пантомима. голубой фон. Пантомима. Время. Существительное. Одно слово. Ноготь. Маникюр. Педикюр. Верно, Ну, это конечно. педикюр. Это чисто женский вопрос, на который... Я тут Только не. нет. А еще один вопрос. Так, и второе задание, которое в этом случае, да, нужно будет выполнить, ответить на вопрос ваших одношкольников, малышей, которые только-только пришли в школу. Они задают вам вопрос, я думаю, что вы справитесь. Смотрим на экран. Это можно в путь ставить и куда угодно, но только надо по размеру покупать. Это такая штука, которая дает приборам жить. Это такая штука, которая вставляется в фонарики, и они работают. Например, когда игрушка не работает, это можно заменить, и она снова начнет работать. Там, может зажать телефон, там бывают такие, Это есть в часах, с помощью этого часы работают. Это может закончиться, и это можно поменять. Это такой маленький аккумулятор. Небольшой элемент питания, который заряжает разные виды приборов. Вот так вот. Очень сложно. Сложное, да, серьезное рассуждение первоклассников. Ну, вы сразу догадались? Батарейки. Сергей не знает. Соня, Арина знает, конечно же, это батарейка. И вы справились с заданиями. Таким образом, вы становитесь победителями сегодняшней игры. Торжественно Все двигайте вместе свою можете. фишку. Давайте все вместе это сделаем. Раз, два. И сразу можно на финиш. Победителями сегодняшней игры становится команда из 29-й школы. И мы вам предоставляем сертификат на 1500 рублей от бургерной «Вышка». Приятного аппетита! Спасибо большое. Поздравляем вас с победой. Друзья, ну, как я и говорила в самом начале, что и вы это говорили в своих девизах, что наша игра, она больше на удачу. Не расстроились? Нет. 30-я школа. Нет. Что было самое трудное или наоборот самое легкое? Показывать. Пантомима. Пантомима, как ни странно для меня. Какое вот словосочетание было трудным для вас, Роман? Ну вот как раз таки бег с препятствиями. Тапочки слетали, Да, было было сложно не очень показать. удобно. Но вот самым легким для меня было как раз таки объяснять, потому что очень много играю вот в одну настольную игру, где также нужно объяснять слова, не называя однокоренные. Александра, для вас что было сложно? И простым. Пантомиму угадывать. Сложно. Именно угадывать. Да. А показывать? Показывать можно Вам? потом проверить как-нибудь. Так, а легко? Первоклашки, такие милые дети. Боже мой. Вот такие, да, наша школа такая. Так, Яна Александровна?
Ну, наверное, очевидно, пантомима, наверное, самый сложный этап, потому что не всегда было понятно, что хотят до нас донести. Вот. Ну, а легкое самое это объяснение словами. Конечно, да. Так, ребята, для вас что было сложным и самым простым, может быть? Самым сложным вот пантомима. Это прям вообще нет. Ну, для меня легким было, можно сказать, то, что объяснять и также детей. Вопросы от детей. Так, ну и музыкальный вопрос вам попался, да, достаточно легкий? Ну, такой. Вам повезло. Очень. Арина? Так, ну, словами показывать легко, да, но все равно вот одно коренное слово тоже надо как бы держать себя, чтобы не использовать его. Да, пляжные тапочки. Так, ну, и, наверное, это было самым легким и самым сложным. Вот. Пантомима, ну, да, сложно было, но вот первое слово не угадали, второе что-то у нас не пошло. Вот, как-то так. Соня? Да, ну, пантомима оказалась легкой, ну, потому что там было, наверное, легкое слово. Ну, и мы друг друга понимаем 11 лет как-никак вместе. Ага. Но это педикюр, вы говорите об этом, да? Да. Так, а вопросы из школьной программы? Давайте об этом поговорим. Почему за них не дают очки? Не, ну, они, естественно, легкие были, то есть... Легкие были? Да, легкие. Но вы не заработали ни одного очка. Ты про детей или про... Как я сказал, мы поддались тогда, в самом начале. Конечно, да. Да. А, школьная программа, которую преподаватели говорили? Да, я об этом. Я думала, с детьми. Ну, они, материальную точку, да, мы проходили, вот я потом вспомнила, что можно вот пренебречь, а так, да, нормально так было, сложновато. Что ж, огромное спасибо вам всем за участие в нашей телевикторине. Я надеюсь, что это не последнее участие в программе «Телеактивно». Приводите своих друзей с 30-й школы, приводите вы своих одноклассников с 29-й школы. Сразимся и приходите вместе с ними поболеть. На этом программа наша завершается. И, конечно же, даже самое простое слово порой довольно-таки трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Ура, ура, ура!